Решите поприветствовать вас от имени главы нашей республики Калиматова Махмуда Али Макшарипча. Пожелать вам успешной, плодотворной работы. Я знаю, что у вас намечена серьезная программа. И самое серьезное – это испытание на прочность восхождения на Столовую гору. Поэтому будьте аккуратны, берегите себя. Креативные, задорные и такие молодые. Все они собрались вместе, чтобы открыть в самом высокогорном селе республики молодежный туристско-образовательный палаточный лагерь «Байни-2023». Поздравить с открытием приехал премьер-министр Владимир Сластенин. Он осмотрел лагерь и пожелал удачи и продуктивных выходных всем его участникам. Самое-то главное – это в общении. Вот сегодня, я знаю, вы будете у костра сидеть вечером, наверняка и под гитару. Поэтому вот эти вечера не забываются на всю жизнь. Ну и сегодня, кстати, самый большой звездопад сегодня, Лионели. Так что ночью смотрите, звезды будет видно. Каждую минуту падают 2 кометы. Так что ночь будет веселая у вас. Ну вот, поэтому желаю вам успеха, хорошо отдохнуть, хорошо поработать. Сразу после официальной части музыкальная. Для гостей выступили артисты из Центра театра, кино и креативных индустрий. Хочу выразить благодарность, что вы приехали к нам. И мы рады встретить вас в наших краях. Туристический лагерь Байни – это уникальная возможность для того, чтобы собрать в этом месте организацию молодежного туризма. Порядка 60 участников со всей страны собрались на высоте 1443 метров над уровнем моря. Сейчас они уже получили свои раздаточные наборы и готовятся, так сказать, к заселению. Они уже собрались в центре лагеря, правда сейчас без костра, он будет вечером, как и развлекательные игры. Ну а пока хорошее настроение, живая музыка и солнцезащитные панамки. Сабрина Агайтян приехала из Ставрополя, и это ее первый форум подобного формата. Девушка безумно рада возможности, которая ей предоставилась, ведь поездка носит не только развлекательный, но и образовательный характер. Смотри, вот так каремет расстилаешь, сюда спальник, и можно из спальника вот так подушку сделать. Я еще с собой захватила подушку, чтобы удобнее было. Но если что, здесь тоже неплохо, да. Основная цель мероприятия – пропаганда пешеходного туризма и обучение навыкам работы в сфере туризма. Нам дали панамку, мешочек к ветровке, саму ветровку. Также нам дали спальный мешок. Вот, очень интересно, я еще ни разу не пользовалась, еще не открывали. Палатки большие у вас, просторные? Да, мне кажется, вдвоем там будет довольно уютно. Все, я думаю, интересно еще впереди. Надеюсь, что найду здесь много хороших друзей, с которыми будем поддерживать долгое время общения. И, конечно же, жду хороших впечатлений, положительных эмоций и узнать много нового о народе, который здесь проживает. Ну а для тех, кому этого мало, подготовили пешие походы по туристическим маршрутам Джайрахско-Асинского ущелья. Реализация проекта стала возможна благодаря грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Комитет по делам молодежи и другие ведомства Республики Ингушетия, Миннац, Минспорт, Комтуризма, Минэкологии и другие ведомства, помогая, смогли поднять резко уровень самого мероприятия. Мы также привлекли и бизнес Республики Ингушетия, предпринимателей, которые стали спонсорами. Там можно сказать, там Спортмастер стал спонсором, Лок Арамхи, Обанхи и другие организации финансово помогли. И у нас получилось многократно увеличить и масштабы мероприятия, и ее качество. Организаторы надеются, что палаточный городок станет не только базой для участников, но и символом сближения молодежи из разных уголков страны в едином творческом пространстве. Довольно долго путешествую по стране, много. Это мой первый форум. До этого я была на Кавказе только в Дагестане. Это мой первый визит в Ингушетию. Мне нравятся горы, и мне интересно было бы посмотреть новые места. Именно поэтому я здесь. И по поводу молодежного туризма тоже интересно хотелось бы услышать от других людей. Новые знакомства, новые впечатления. В рамках программы лагеря пройдут еще 3 смены с участием порядка 60 активистов в каждой. Все они студенты туристических факультетов, начинающие представители турбизнеса, волонтеры гостеприимства и тревел-блогеры, которые заинтересованы в популяризации сферы отдыха и путешествий среди молодежного поколения. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.